Тема нашего мероприятия – израильские художники в новых изданиях. Это книги, которые переданы Национальной библиотекой Удмуртской республики в дар. Первая встреча у нас была с вами практически год назад. Тогда мы презентовали книгу Галины Подольской «Израильские художники с русскими корнями». Мы продолжаем дружбу, мы продолжаем сотрудничество, и мы рады, что вы вместе с нами. С Общинным центром еврейской культуры Удмуртской республики мы сотрудничаем, наша библиотека сотрудничает уже 20 лет. За это время проведено много различных мероприятий, встреч, презентаций, вечеров. И я очень надеюсь, что наше сотрудничество продолжится. Сегодня мы представляем книгу, которая так и называется «Шагал и Израиль». Она выпущена к 125-летию дня рождения Шагала, которое отмечало всем человечеством в прошлом году. Интерес к Шагалу вообще в мире, как замечают и авторы этих материалов, и составитель книги Галина Подольская, интерес к Шагалу в мире возрастает. И в год юбилейный шагаловский в Израиле официально он не был отмечен. И тем не менее он был отмечен очень широко, потому что его отмечала общественность. Это был ряд мероприятий, в которые включились и художники, и ученые, и просто все, кто любит творчество Шагала. Значит, мероприятие этому юбилейному году начались еще в 11 году. Причем там тоже были юбилейные даты. Это было 80-летие с года первого посещения Шагала Израиля и 60-летие его первой выставки в Израиле. И в 2011 году Объединение профессиональных художников Израиля реализовал проект, который назывался «По следам Шагала». В этот проект входили такие мероприятия, как пленэр. Художники выезжали в места, где точно бывал Шагал, путешествуя по стране, а в первый свой приезд он был практически в Израиле с небольшими заездами в Сирию. Значит, эти пленэры были в Иерусалиме, Лака и Лев. По результатам этих пленэров состоялась выставка. Выставка была еще по теме непленэрных работ, она называлась «Диалог с Шагалом». То есть художники, опираясь на метафоры Шагала в живописи, на его темы, на его образ, на образ его окружения, создавали свои работы, размышления. И эта выставка была названа «Диалог Шагала». И та, и другая выставка, скомпоновавшись, она перешла границы Израиля, и она стала путешествовать по Украине, Белоруссии, России. Называлась она «По следам Шагала в Израиле». Она была в Москве, в Петербурге, она должна была уехать на Хабаровск, на Владивосток, то есть Дальний Восток постепенно сближался с Ближним. Это то, что касается именно художников. Но были конференции, в которых участвовали не только ученые, искусствоведы, литературоведы, доклады писали и выступали доктора технических наук. Все, кто так или иначе в своей жизни соприкасался с творчеством Шагала, интересовался им, они получили слово, и многие доклады, материалы этой конференции тоже находятся в этой книжке. В этом сборнике о Шагале, естественно, не могла не прозвучать речь слова самого Шагала. И здесь публикуются некоторые из его статей, его выступлений. В общем, его речи, письма и высказывания в искусстве
высказывание об израильском искусстве, становившемся израильском искусстве, в котором очень хотел внести свою долю, лепту, а лепта его, сейчас я расскажу об этом, было, в общем-то, очень значительно. Это тоже составляет раздел этого сборника. Раздел этого сборника, вернее, разбросаны по этому сборнику фотографии. Фотографии довольно редкие, которые были собраны скрупулезно, с любовью всеми составителями этого сборника. Это фотографии о пребывании Шагала в Израиле. Встречи в мэрии Иерусалима, встречи с другими деятелями государства. Редкие фотографии, они включены сюда. Так, пара слов о вкладе. Во-первых, когда мы говорим Шагал и Израиль, это сразу возникают витражи. Они не могли не появиться на обложке этой книги. Это витражи в синагоге медицинского центра Хадаса, который так называется 12 колен Израиля. В новом здании Кнессета Шагал проектировал мозаичные полы. Его колоссальные шпалеры в конференц-зале, триптих шпалер, этот зал сейчас так называется, залом Шагала. Это какие-то настенные барельефы, не помню. Колоссальный вклад в оформление здания Кнессета. Это барельеф Соломона в здании Бейт-Ума, в здании Конгресса в Иерусалиме. Это его картины, которые были подарены в музее Израиля. Это литографии на библейские темы, иллюстрации к Библии, которые тоже хранятся в музее Израиля. Это и многое другое было подарено, просто подарено мастером в стране, посетив которую он сказал, что это перевернуло всю его жизнь. Не учитывая вклада Шагала в израильское искусство, невозможно было автору этой книги Галине Подольской не начать свой фундаментальный проект с его именем и не издать, конечно, вот такую сложную книгу, большую, которая состоялась только благодаря коллективному усилию, естественно, на эту книгу. Никакие структуры, ни государственные, ни общественные денег не выделяли. Это коллективное творчество обыкновенных людей, но людей творческих, которые вот таким образом несли свою лепту в память о Шагале. Следующие две книги, они так или иначе все равно будут продолжать шагаловскую тему. Потому что мы снова видим тему 12 колен. Только она уже в витражах, она в живописных аллегориях, которые написал Аркадий Израилевич Левшица. Составителем и автором вступительной статьи снова выступает Галина Подольская. Это, собственно, и самостоятельное издание, и это как бы дополнение к выставке. Недаром называется каталогом, потому что примерно в таком же вот порядке состоялась выставка этих картин с точно с таким же оформлением. Когда рядом стояла картина, рядом были подписи на иврите, на английском языке, на русском языке и отрывки из Священного Писания, опять-таки на трех языках, чтобы было понятно всем. Книга, собственно, она и сделана с двух сторон. Вот она открывается с ивритской части. Нумерация страниц здесь тоже идет с ивритской части, и открывается она, естественно, первой картины, вот она, древо. 13-я картина, после которой идет 12 картин, которые вы только что на большом экране увидели. И третья книга, она немножечко стоит особняком, хотя объединяется она опять-таки именем автора, это Галина Подольская.
этих судеб, это первая ее художественная часть, она как бы имеет еще и третью часть, то есть получается триптих. Называется «Ароматель. Эпоха рисунков современника». Диптих судеб выходил уже вот в таком издании. В прошлом году мы его представляли. Кстати, на обложке тоже был использован фрагмент, даже не картины, это диптих Аромателя «Правда Драку». Огромная картина вообще, это пишет в очень больших масштабах. Метровая, метр на 2, на 3 картины. Было принято решение переиздать эту книжку и сделать вот такой альбом. Почему? Потому что в запасниках или его огромном подвале с его богатством, в котором тоже можно затеряться и не выходить часами. Так вот, в запасниках его мастерской Галина нашла папку, небольшую папку с рисунками карандашными, гуашными, в которых она вдруг увидела героев своего романа. Художник дал согласие, папка эта была вручена мне, я ее очень долго сканировала. Дома у Галины, причем на листы третьего формата пришлось в маленьком столе сделать наполовинку, потом дома соединять. Ну, в общем, вроде бы книга получилась достоверная, которая передает и фактуру старого рисунка, старой бумаги, даже вот здесь в некоторых местах есть свет от кнопочки, который был прикреплен к художника. Вот этот дуэт, который так душевно запечатлен в такой фотографии. На титуле состоялась вот эта книга. Очень отрадно, что в наше сумасшедшее, быстротекущее, виртуальное, полимерное время выходят реальные, бумажные, великолепно напечатанные и сделанные книжки, с которыми приятно провести вечер. Охарактеризую достоинство этих работ той последовательности, в которой они попали в мои руки. Прежде это 12 колен Израилевых Аркадия Лившица. Это удивительно лаконичная и логичная работа, живописный альбом, где представлены живописные аллегории, я бы сказала, лечебных витражей Марка Шагала, потому что, как было уже сказано, эти витражи были сделаны для синагоги в лечебнице. И несмотря на то, что Аркадий Лившиц использовал и колорит, и образы шагаловских витражей, но его работы, конечно, очень философско-самобытные и очень яркие. Яркость он придает, во-первых, необычайно сильная техника мастера. Его мазок, если вы пролистаете дальше, вы увидите силу его мазка. Он очень пастозен и местами экспрессивный. Затем яркость выражается еще и в цветовых сочетаниях. Конечно, они шагаловские, но тот цветовой контраст, который использует Аркадий Лившиц, это контраст, самый живописный из всех контрастов, теплого и холодного. Специалисты-цветоведы называют его музыкой небесных сфер. Вот как раз эта музыка небесных сфер запечатлена в этой книжке. Вторая публикация – это о тех же знаменитых витражах Шагала, но, как было заявлено, диалог с Шагалом. Ну, я бы сказала, что это не диалог, а просто активнейший разговор. Активный разговор Шагала и молодых художников и авторов. Можно этот сборник назвать еще праздничным пирогом, потому что создается такое впечатление, а вообще это дорогого стоит, когда мастер все еще жив, и с ним хочется разговаривать и творчески сотрудничать. Так вот, создалось такое впечатление, что
на свое 125-летие. И в этот же год, о удивление, 50-летие вот этих вот великолепных витражей, которые он подарил Израилю. Ну и третья работа, это работа, автобиографический роман Галины Подольской. Он, конечно, сделан замечательно, потому что книга уникально написана, мастерски иллюстрирована, чудесно изданная, и обозначено, что рисунки к ней — отдельное приложение, впервые публикующаяся графика Аарона Акрида. Но они отлично вписаны в канун повествования, и это документальные карандашные наброски. Линия без лжи, как называет Галина Подольская, стиль этих рисунков. Я бы отметила лишь то, что это та линия, которую я люблю больше всего. Это живая, философская и очень вдумчивая линия. Вообще, такую линию очень высоко ценят все художники, потому что благодаря ей демонстрируется высокое мастерство и знание природы вещей, то есть мудрость жизни. Шагал художник глубоко наднациональный. Ведь человек, который жил в Российской империи, потом стал известен во всем мире, потому что его творчество, то, что он сделал. В чем было новаторство? Он изобразил летящих людей. Это не значит, что люди так летают, душа людей так летает. Их внутреннее «я» совершало полеты. Причем именно вот его заслуга и самое интересное вот в его творчестве — это степень полета. Вот если посмотрите как раз в книгах, то, что на витрине было немножко видно. Одни там люди, мужчины, женщины, они летают высоко, они летают, это состояние их души. Есть интересная черно-белая там иллюстрация, мужик с козой. И мужик летит, и коза летит, но чуть-чуть. Вот они чуть-чуть летели, но взлетели. То есть каждый летит в меру своих способностей, своего настроения. Это первое. Второе, его наднациональности. Вот малоизвестный факт из его биографии, что когда началась Вторая мировая война, и все стало, мир сильно поменялся, ему, слава Богу, удалось уцелеть. Витебск попал под оккупацию практически сразу, и для всего еврейского населения, которое там осталось, все это кончилось глубоко трагически. А Шагалу удалось уцелеть, но по личному приказу Гитлера была сформирована комиссия по сбору культурных ценностей. Такая бригада, которая имела очень высокий статус, утверждена, наверное, на самом их верху, и ездила по оккупированным территориям, собирала все, что плохо лежит, и отправляла эти ценности себе туда в рейд. Они там соревновались в собирании этих коллекций, там первый, конечно, был Гитлер, на втором месте Геринг и так далее. Ну и собирали в том числе в пользу государства. Так вот эта комиссия в том числе подобрала все работы Шагала, которые им попали по руки. Но получили приказ их уничтожить, потому что он был еврей. Это ни в каком случае нельзя, это противоречило идеологии, но они этот приказ не выполнили. И благодаря вот этому эти работы сохранились. То есть вы представляете, что тогда было не выполнить у них приказ. С одной стороны, это показывало, что в рейтинге вообще-то был много бардак, что попробовали у нас приказ ставить. Хотя тоже было и в России такое же, когда искусствоведы и работники музеев сохраняли церковные ценности точно так же, то есть чисто на свой страх и риск. Но благодаря этому, да, о чем это говорит, что даже люди, которые служили другой идеологии, им Шагал нравился, то есть они не могли расстаться с этими работами, было их жалко. Даже, в общем-то, рискуя своей карьерой в чем-то жизни.